День за днем корреспонденты нашего канала следят за развитием событий в Якутии и за ее пределами. Сегодня мы соберем воедино самые заметные новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы недели. Специальная военная операция на территории Украины. Тысячи жителей приграничных поселков Донбасса эвакуированы в Россию. Якутия не остается в стороне. Организован сбор помощи. Основной задачей Якутии остается борьба с лесными пожарами и укрепление материально-технической базы. Пожарные подразделения и спасатели в отдаленных районах получили новые машины и технику. На ремонт школ в регионе в этом году выделят 2,5 миллиарда рублей. Расскажем, как с помощью пристроев расширяют здания, а следовательно и решают проблему нехватки мест для учеников. Сотрудничество в сфере безопасности информационных технологий, очная встреча с IT-специалистами и экскурсия по Жатайской судоверфи. Евгений Касперский посетил Якутию. Национальные сокровища России. Москва-Якутск. Выставка уникальных ювелирных изделий приедет в столицу республики. В коллекции и большая императорская корона. Главное событие недели – это, конечно же, специальная военная операция в Украине. А началось все с признания России, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ в понедельник, 21 февраля, подписал президент Владимир Путин. Буквально через пару дней, в ночь с 23 на 24 февраля, российские войска пересекли границу. Чуть позже Владимир Путин выступил с обращением, где объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионах России начали собирать гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса. В частности, пункт сбора открыли и в Якутске. Регулируют работу пункта Общественная палата Якутии волонтеры. Желающие могут помочь запечатанными продуктовыми наборами, одеждой и деньгами. Ульяна Шагина продолжит. Здравствуйте, добрый день. Решил не оставаться в стороне и поддержать жителей Донецкой и Луганской областей столичный предприниматель Анатолий Михайлов. Он закупился антисептиками для рук, а также масками. Ведь в это сложное время эвакуированные жители должны защищать себя и от коронавирусной инфекции. Я считаю, что помочь, у кого есть возможность, конечно, должен. Разговоров-то здесь и быть не должно. Мы помогаем по своей возможности. Здесь помогаем. Ребятишкам, спортсменам помогаем. Много кому. Озвучивать не обязательно, но ведь случайно ты заехал, завез и вы тут. Пункт сбора в Якутске по адресу Орджоникидзе 10 работает каждый день без выходных с 10 до 6 часов вечера. Гуманитарная помощь от граждан принимается новая в цельной упаковке с этикетками в равных пропорциях, укомплектованные в отдельные коробки по группе товаров с описью, отметили в пункте. Кроме того, принимают продукты питания и финансовую помощь. Помимо данного пункта на сайте Добро.ру идет сбор финансовой помощи для пострадавших и для беженцев. Также мы сейчас на связи с нашими коллегами из Ростова насчет того, чтобы помочь, если понадобится волонтерская помощь. Но пока ростовские коллеги, они сами справляются. Всем хочу сказать, что беды чужой не бывает. Я надеюсь, что все наше население поможет нам. В Россию из Донбасса эвакуировано сотни тысяч жителей. По данным источника ТАСС, из них свыше 66 тысяч являются гражданами Украины. Указ о всеобщей мобилизации лидеры двух республик подписали 19 февраля. 24 февраля во время своего обращения к жителям страны президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Ее цель в первую очередь защита собственных границ и российского народа. Глава государства остановился на каждом из фактов, которые свидетельствуют о нежелании Запада видеть в России равноправного партнера и тем более союзника. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наше предложение мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется.
и, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Президент страны отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации, а точнее нейтрализации военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран. При этом Россия не намерена производить удары по мирному населению и городам Украины. Продолжается проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону вооруженных сил Украины и продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможно благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Мера для проведения спецоперации была вынуждена для России, считает и председатель Российского союза ветеранов Российской Федерации Валерий Лютый. И вот чтобы предотвратить настоящую трагедию, настоящую войну, вот и делается эта военная хирургическая операция. Если бы Украина пошла на Донбасс, и Россия бы не помогала, там было бы тысячи людей жертв. Почему? Потому что у них нету такой военно-технической, военно-космических войск, чтобы сделать хирургически, не затронув мирное население. Как правило, украинская армия воюет по площадям. И вот я вам скажу, что сейчас цель-то не захватить Украину, а есть такое даже понятие денацификация. Это новое слово такое, это чтобы освободить народ от националистических настроенных, фашистски настроенных именно элементов и власти. Такого же мнения придерживаются эксперты в области политологии. Конечно, решение вопроса, то, что по Украине проходит красная линия, и эта страна из-за нашей безопасности, в целях нашей безопасности не должна вступать ни в другие какие-либо союзы, например, в НАТО. Украина с 2008 года постепенно хотела войти в НАТО и стоит в ожидании. Сейчас вот эта демилитаризация или принуждение к миру и подписание какого-нибудь соглашения затем заставит западные страны все-таки принять уже к своему сведению, что Украину никогда не возьмут в союз, военный союз, который идет против нашего государства. Между тем, эксперты в сфере экономики и банковского сектора просят якутян не поддаваться дезинформации, которая гуляет в социальных сетях. Несмотря на то, что часть российских банков страны попали под санкционный список США, из-за ситуации на Украине банки России работают в штатном режиме. Их накопления и сбережения, а также финансовый пакет покрывают потребности населения страны. Россия живет под санкциями с 2014 года, поэтому это для нас не новость. С тех пор страна и предприятия в России подготовились к возможным ужесточениям различным. Да? Новые санкции, которые были обнародованы вчера, они уже были просчитаны, к этому предприятия были готовы. И сейчас, на данный момент, в том числе финансовые учреждения, осуществляют свою рабочую операционную деятельность в штатном режиме. Бежать покупать иностранную валюту не стоит, если вы не собираетесь за границу, отмечают финансисты. А если у вас имеются финансовые сбережения, то лучше их вложить под проценты, чтобы они работали и приносили пассивный доход. Ульяна Шагина, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. Глава Якутии выразил поддержку решения президента страны Владимира Путина о проведении военной операции. Как отметил Айсен Николаев, президент в своем выступлении очень четко акцентировал внимание на том, что Россия защищает интересы страны, жизнь и здоровье граждан, выступает за денацификацию Украины. Мы не можем примириться с тем, что братский народ сегодня попал в руки неонацистов, которые на самом деле глумятся над историей народов, делают все, чтобы обострялась ситуация, ну и, конечно, не скрывают своих желаний уже развязать войну. И, конечно, Россия, как великое государство, должно реагировать на эти угрозы, реагировать превентивно. Поэтому полностью поддерживаем решение нашего президента. Уверены, что установленные им задачи перед вооруженными силами будут полным образом выполнены. Отметим, что большинство якутян также поддерживают позицию президента и жителей республик Донбасса. Какие мнения по этому поводу выражают ленчане, выясняла Анна Кожевникова.
Военный конфликт на Донбассе, который длится с апреля 2014 года, дотянулся своим огнем и до сердец ленчан. Многие не понаслышке знают об ужасах, творящихся на востоке Украины, за пределами границ Ростовской области Российской Федерации. Пожар ненависти, возникший на почве политических разногласий между украинцами, переросший военные действия и обстрел мирного населения, охватил многих россиян, в том числе живущих в глубинке Якутской тайги, в более чем 10 тысячах километров от места событий. За 8 лет многие жители России побывали в Донецкой и Луганской народных республиках как в рядах солдат-добровольцев, так и с миротворческими целями. Среди них и наш земляк Сергей Шестаков. Он посещал новообразовавшиеся тогда еще никем не признанные государства 5 лет подряд. Видел все, видел разруху, видел и легендарных этих командиров, которых сейчас уже живых нету. Конечно, я когда узнал, что Путин признал республики, я очень обрадовался, потому что начали мне из Донбасса присылать сообщения, что они меня тоже поздравляли с этой датой, то, что это Путин признал эти республики, они меня считают уже как бы своим человеком, потому что Украина официально объявила меня тоже своим врагом. Сегодня взгляд Сергея прикован к телевизору. Он ждет каждый новостной выпуск. Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о вводе войск он одобрил. Обстрелы не прекращаются, наоборот, они усиливаются. И Украина начала обстреливать российские границы. Снаряды прилетали в Ростовскую область. Я думаю, что это уже скоро прекратится, потому что действительно Путин направил туда войска, и они, конечно же, наведут там порядок. Напряженно следят за развитием ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках и ветераны боевых действий афганской и чеченской войн. Они отнеслись положительно к указу главы российского государства признать независимость республик и начать военные операции по защите Донбасса. Уже 8 лет там идет необъявленная война, люди гибнут. Самое плохое, что гибнет в первую очередь гражданское население, дети гибнут. Поэтому сейчас, когда Россия приняла решение признать независимость и оказать поддержку всяческую этим республикам, в том числе военную, считаю, что с этими людьми, которые не понимают, не принимают этих минских договоренностей, не участвуют в них, категорически не участвуют, будем поступать по-другому, будем принуждать их к миру. И у Сергея Никонова много единомышленников в разных точках России. Также председатель Союза ветеранов Афганистана высказал готовность к организации оказания гуманитарной помощи населению Донбасса. Жители города Ленска, который некогда был смыт с лица земли наводнением, прекрасно знают, что такое беда. И понимают, что вооруженные сограждане страшнее стихийного бедствия. Поэтому готовы прийти на помощь. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Премьер Якутии Андрей Тарасенко на итоговом отчете правительства рассказал, как могут повлиять на экономику региона санкции, вводимые против России. По его словам, вопросам продовольствия в республике никаких опасений нет. Якутия сделала хорошие запасы, процесс поставки регулируют. Организована целая система складов, и запасы постоянно пополняют. Что касается экспорта промышленности, то, по мнению Тарасенко, также ситуация не несет особых угроз. По части промышленности спрос на алмазы не только в Америке, там лишь небольшая часть покупателей, отметил премьер. Стамбул сегодня стал, Индия. То есть вот эти все страны брали, берут и будут покупать. Поэтому где-то, может быть, что-то компенсируется на другое. Я не вижу здесь такого особого стресса, который сегодня позволит нам как-то напрягаться. Поэтому мы доходную часть сегодня с учетом этого тоже пересчитываем. Мы реально тоже подходим к каждой тематике и смотрим. Вот глава республики дал нам, чтобы мы в течение 10 дней посмотрели риски, которые сегодня могут быть в экономике. Это мы делаем, просчитываем всю промышленность и, соответственно, корректируем бюджет. Теперь приятные новости с юга страны. Якутия получила в пользование санаторный комплекс в Крыму. Глава региона и руководитель Республики Крым подписали двухсторонний меморандум. Айсен Николаев подчеркнул, что это очень важный документ, который будет развивать совместную работу. Мы сегодня, в эти дни,
думаем о том, как обеспечивать взаимопонимание, взаимодействие. Очень важно решать гуманитарные вопросы, связанные с отдыхом и лечением людей. Прежде всего, вот сегодня речь идет о жителях Якутии. Отдых на славном, теплом, солнечном побережье Черного моря, которое для якутян не чужое. Жители Якутии всегда пользовались нашими здравницами, имеют в Республике Крым свою точку опоры. Собственно, об этом и подписан меморандум. Сейчас короткая пауза. Далее поговорим о подготовке Якутии к пожароопасному сезону. Продолжаем выпуск. Основной задачей в этом году в республике остается борьба с лесными пожарами. Об этом сообщил глава Якутии. Средства выделены, поэтому сейчас необходимо развернуть большую работу по увеличению штатной численности лесопожарных формирований, их техническому переоснащению, закупке материально-технических ценностей к пожароопасному сезону. Глава региона отметил, что согласно утвержденной программе переоснащения МЧС современными видами пожарной, спасательной и авиационной техники до 30 года будет выделено почти 190 миллиардов рублей. Кроме того, значительное финансирование направят на развитие аварийно-спасательной инфраструктуры в арктическом регионе. Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами выделят более 18 миллиардов рублей. А на территории Колымы-Дигирской группы районов необходимо принять и согласовать комплексные планы по тушению лесных пожаров на местном уровне. Такую задачу на совещании оперативного штаба по охране лесов поставил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников. Он также поручил заложить средства на прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов в населенных пунктах, окруженных лесами. Районы, у которых не хватает средств на эти работы, а также на обновление материально-технической базы, должны будут подготовить заявку в адрес правительства. Кроме того, власти республики предлагают уменьшить площадь зон контроля в лесах, где решение о тушении возгораний принимается при угрозе населенному пункту на 10 миллионов гектаров в этом году. Для этих территорий будет создано 3 новых авиаотделения в арктических районах, где большая часть лесных пожаров происходит на труднодоступных территориях. Одно из них разместят в Зырянке, второе в Тамторе, третье в Хандыге. По словам Дмитрия Садовникова, помимо этого, зоны контроля будут уменьшены на территориях Ленского, Вилюйского, Сунтарского, Чурапчинского, Хангаласского и других районов. Соответственно, в этих же районах увеличится личный состав авиаотделений. Первый вице-премьер отметил, что это позволит реагировать на максимальное количество новых очагов, а в итоге как минимум на 50% уменьшить площадь, пройденную огнем. Сегодня также обращается внимание на то, что есть указания по созданию авиаотделений. Если мы в прошлом году создали Верхоянское авиаотделение, то сегодня в планах работы правительства республики есть создание Колымы-Дигирского авиаотделения. И он будет создан в течение этого года. Также в Якутии продолжается акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». На этой неделе председатель Госкому БЖ населения региона Дмитрий Лепчиков установил автономный дымовой пожарный извещатель в доме многодетной семьи Артемьевых. Это устройство предназначено для своевременной подачи сигнала тревоги в случае возгорания. Установка таких устройств – один из способов профилактики пожаров. Громкость устройства достигает 85 дБ. Этого достаточно не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбудить крепко спящих людей. Данную акцию мы начали в 2021 году, и в этом году мы приняли решение это продолжить данную акцию. И, пользуясь случаем, я передаю данную эстафету министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха-Якутия Емельянову Вячеславу Павловичу, главе администрации муниципального района Булунский улус-район Андросову Афанасию Афанасьевичу и руководителю нашей государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Босикову Руслану Захаровичу.
Не оставляют без внимания пожарные отделения и спасателей. В Якутию прибыли 20 технических средств для пожарных и аварийно-спасательных работ, 10 автоцистерн на базе КАМАЗа и 10 машин. Техника в эти дни отправится в отдаленные районы республики, рассказывает Евгений Тайтонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике количество пожаров уменьшилось на 14%, но при этом наблюдается увеличение количества жертв. Поэтому быстрое реагирование на возгорание и спасение жизни – приоритет Государственной противопожарной службы республики. Реагирование, этот вызов и выезд составляет 1 минута. И до места на километр 2 минуты. Пожарной охране очень нужна вот такая именно техника, современная, с высокой проходимостью, с большой кубатурой огнетушащих веществ. По поручению главы республики Айсена Николаева в рамках государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в общей сложности было приобретено 45 единиц техники на 565 миллионов рублей. На сегодняшний день на балансе Государственной противопожарной службы республики на местах числится 330 единиц техники. Из них 30% подлежат списанию. Произведен закуп 31 единицы новой современной пожарной техники основного и специального назначения. Первый этап – это буквально 2 дня назад нам в Якутск прибыло 10 единиц пожарной техники, которые будут распределены по подразделениям противопожарной службы. Уверен, что данная техника будет использована по назначению и намного повысить оперативность наших служб. Ключи от новой техники на торжественной церемонии представителям районных и городских подразделений Государственной противопожарной службы и службы спасения вручил первый вице-премьер Дмитрий Садовников. Видим, мы получили первую партию. Эти машины поедут в дальние улусы нашей республики. И очень надеемся, что эта техника послужит дольше. И хотелось бы, чтобы они выезжали только на учения. Наша республика очень большая. И, конечно, при прибытии техники специализированной, той же противопожарной службы спасения в срок, оно, конечно, стоит и жизни, и спасения имущества. У нас более 100 таких деревень, где работают наши противопожарные службы и службы спасения. И, конечно, мы будем ежегодно усилять только в этом плане работу, чтобы модернизация техники, оснащение наших служб современной техникой было приоритетом. Служба спасения республики за 20-летнюю историю впервые получила новую технику в таком большом количестве. Руководитель ведомства уверен, что техническая модернизация способствует улучшению качества работы и сократит время реагирования в чрезвычайных ситуациях. Мы впервые за историю службы спасения, благодаря поддержке и помощи главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и правительства Республики Саха-Якутия, получили 14 единиц специальной техники для проведения аварийно-спасательных работ. Данная техника будет распределена по нашим филиалам, районам и в городе Якутске. Столь много техники мы никогда не получали. Если бы по годам получали, мы в течение 20 лет получали. В Верхневилюйском, Колымском улусе, в городе Ленске направляем, в городе Нерюнгеде отправляем данную технику. 10 пожарных автоцистерн на базе КАМАЗа и 10 аварийно-спасательных машин в ближайшие дни отправятся в районы Якутии. Оставшиеся 25 единиц техники поставить в Якутию в ближайшие месяцы. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая пауза. Мы вернемся через несколько секунд. Впереди много интересного. Не переключайтесь.
Продолжаем программу. Минстрой России планирует ежегодно вводить не менее 120 миллионов квадратных метров жилья, улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно, повысить качество городской среды в 1,5 раза. По словам вице-премьера правительства Марата Хуснуллина, все намеченные планы по выполнению национальных целей в прошлом году, несмотря на кризисный период, перевыполнены. В числе главных достижений он отметил ввод более 90 миллионов квадратных метров жилья, что является абсолютным рекордом для страны, в результате чего улучшены жилищные условия для 10 миллионов человек или 4 миллионов семей, что превышает план на 20%. Не только строят, но и расселяют. 1 миллион квадратных метров аварийного жилья ликвидируют по республике до конца 2025 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом рассказал руководитель дирекции жилищного строительства Якутии Игорь Ткаченко. Программа реализуется на условиях софинансирования. На эти цели предусмотрено 107 миллиардов рублей. Из них 81 миллиард из федерального бюджета, более 26 из республиканского. Всего в рамках нацпроекта до 2025 года в Якутии ликвидируют порядка 3500 аварийных домов. Ну а в этом году на ремонт школ в регионе выделят 2,5 миллиарда рублей. По программе «Модернизация школьных систем образования» отремонтируют 38 школ. В следующем году на ремонт учебных заведений направят дополнительно 356 миллионов рублей. Всего в ближайшие 2 года планируют отремонтировать 58 школ в 25 районах и городах Якутии. В программу предварительно уже включены 57 объектов. Преимущество имеют учебные заведения, у которых есть готовая проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы. Что касается Якутска и пригорода, то до 2024 года будет возведено 20 объектов образования. Это значительно снизит нехватку мест в школах столицы. Напомним, Владимир Путин еще в 2018 году поставил задачу перевести все школы России на обучение в одну смену. Наш корреспондент Власий Сергеев выяснял, как планируют расширить площадь школ, чтобы вместить большее число учеников. В рамках программы Минпросвещения России в Якутске и его пригородах будет возведено 6 школ и 5 пристроек к существующим объектам. Так, дополнительный трехэтажный корпус в скором времени получит столичная школа номер 5. В нем будут размещены буфет, учительские, кабинеты социального педагога, лаборатории, тренажерный зал и помещения для отдыха учеников. Это, конечно же, дополнительные места для детей, которые принадлежат нашему району, нашей школе. Это обновленная материальная база. Ну и, конечно же, переход на односменную систему обучения. Ну, на данный момент у нас уже забито 67 свай. На следующей неделе они должны уже закончить свайное поле и приступить к заливке фундамента. Пристрой начали возводить и в Хатасах. Школа имени Парфения и Надежды Самсоновых была построена в 2004 году. Сегодня в здании, рассчитанном на 400 мест, обучается 947 детей. В тесноте да не в обиде агропрофилированная школа продолжает активно участвовать в конкурсах и реализовывать различные проекты. Наша школа с 2016 года работает в агронаправлении как агробизнес-школа. В этом направлении у нас очень много достижений наших обучающихся, наших учителей, чем мы очень гордимся. И, конечно, наша площадь для того, чтобы детей развивать в той полной мере, в какой мы хотели бы, она не отвечает. Новый объект будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью порядка 5000 квадратных метров. В нем будут располагаться 19 учебных кабинетов, столовая, библиотека, мастерская, а также спортивный и актовый залы. Сегодня на объекте продолжается работа по забивке свай. По графику производства работы школа, кладка должна начаться в апреле месяце. И также по графику производства работы, коробка школы и отопление, фасад должны быть закончены в декабре. Пристрой будет соединен с действующим зданием теплым переходом, где планируется разместить оранжерею. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит школе перейти в односменную форму обучения. Основная цель данного строительства – это переход с двухсменной на односменное обучение, поэтому мы планируем 9, 10, 11 класс при вводе данного пристроя, они будут обучаться в одну смену. И мы заранее
с проектантом отработали, чтобы здесь обучение происходило с 5 по 11 класс. В рамках реализации программы Минпросвещения России пристройки также будут возведены к столичным школам номер 26 и 29, а также к школе села Пригородный. Новые же школы будут построены в Якутске на улицах Билибина, Чайковского, Пирогова, в микрорайоне ДСК и в поселке Марха. В общей сумме будет создано порядка 12 тысяч ученических мест. Власий Сергеев, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Хатасы, Якутск. От строительства снова к ремонту. Водоканал завершил основные работы на первом канализационном коллекторе, благодаря которому сегодня центральная часть Якутска имеет бесперебойную канализационную сеть. Подробнее о работах и что еще предстоит сделать в сюжете Дмитрия Темырова. Начиная с 2019 года акционерное общество «Водоканал» проделало большую работу по очистке и замене своих канализационных труб. 3 года назад ремонтные работы начались на втором канализационном коллекторе. Здесь привели в нормативное состояние более 3 километров труб. После уже в 2020-м началась большая ремонтная кампания по капитальному ремонту первого основного канализационного коллектора, который был построен еще в 60-х годах и проходит прямо под проспектом Ленина. Мы нашли технологию, которая без остановки в глубине 9-11 метров проделать эту работу. Значит, путем навивки, значит, сейчас вместо старой трубы внутри навита пластиковая труба, которая прослужит еще, ну, по словам подрядчика, более 50 лет, но мы осторожно говорим, что где-то около 25 лет будет. До этого этот коллектор был переполнен, постоянно фекалии выливались в траншею саму, и, соответственно, поэтому вот проспект Ленина, он весь, как говорится, ходил, да. Благодаря современным подходам и новым технологиям жители города Якутска не прочувствовали никакого дискомфорта на себе. Все эти работы велись без приостановки работы коммунальных служб в течение этих 3 лет бесперебойно. В общем, проводится сначала гидродинамическая промывка трубы, потом делается теледиагностика, то есть мы смотрим робота опускаем вниз, он проезжает по трубе, смотрим все недочеты, какие есть в трубе, где-то провисание, где не провисание. И потом непосредственно опускается навивочное оборудование в колодец, и заправляется профиль, и начинается навивка. То есть санация трубы самой. Преимущество технологии, что не надо раскапывать ничего. Сейчас в городе плотные застройки, как бы во всех городах. И не всегда можно раскопаться, и глубины, естественно, большие. Мы, не раскапывая ничего, абсолютно с колодцев делаем новую трубу. Здесь отметили, что основные работы завершились еще до начала ремонта проспекта Ленина. Сегодня работники предприятия и подрядная организация вышли уже на финишную прямую. Совместно с подрядной организацией «Лайнертек» сделали санацию коллектора номер 1 полностью. Затем произвели ремонт внутренней части канализационных колодцев, проходной части тоннеля коллектора номер 1. В данный момент сейчас меняем опоры, изоляцию коллектора номер 1 и делаем усиление конструкции туннеля коллектора номер 1. Между тем, как сообщил генеральный директор акционерного общества «Водоканал», работы подрядной организации оплачены частично. Часть средств будут возмещены только в первом квартале этого года, когда предприятие получит возврат НДС. Мы в прошлом году договорились с подрядчиком о работе, он приступил, но, к сожалению, возврат НДС нам перенесли на первый квартал, это было где-то в сентябре, и, соответственно, у нас источника не оказалось. Ну, львиную часть, конечно же, мы оплатили, но 52 миллиона обещали, показав обещание, значит, протокольное поручение главы, что мы в первом квартале оплатим. Подрядчик пошел на это, понимая, что это очень важный объект для города, и что водоканал является хорошим плательщиком, поэтому поверил. Также с прошлого года начата большая работа по строительству 3-го канализационного коллектора, которая должна дать толчок развитию города Якутска в южной части. Южная сторона города, да? Тут у нас с благоустройством не так очень хорошо, скажем. И
целях улучшения вот отведения южной стороны города, конкретно вот сейчас Заложного округа, да, вот эти работы ведутся. Потому что, ну, мы знаем, вот как только инфраструктура подходит, сразу начинается застройка. Я думаю, если вот этой работы мы все нормально сделаем, то застройка города южной части уже будет идти очень активно. Ремонтные работы здесь отстают от намеченных планов и уже переходят на весеннюю ремонтную кампанию, а далее в летнюю. Ну, ночную смену тоже у нас есть препятствия, потому что мы здесь, там люди, которые проживают здесь, на нас жалуются, то, что ночью мы не даем спать. 1-2 раза мы организовывали ночную съемку, ну, как-то люди жалуются, да, и вот пока временно приостановили вот эту вот затею. Возможно, чтобы уложиться в срок, подрядная организация вновь поднимет этот вопрос, связанный с работой в 2 смены. В целом, как отметил специалист службы капстроительства водоканала, уже в следующем месяце участок от улицы Гастелло до улицы Лизы Чайкиной будет открыто. Далее перекроют следующий участок. В целом, здесь ремонтные работы по прокладке сетей 3-го канализационного коллектора будут идти до середины лета. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Сейчас последняя пауза в нашей программе. В следующем блоке расскажем о выставке драгоценностей, которую смогут увидеть якутяне. Идем далее. Планы по сотрудничеству в сфере безопасности информационных технологий, очная встреча с IT-специалистами Якутии и экскурсия по Жатайской судоверфи. Этим запомнится известному российскому программисту Евгению Касперскому поездка в Якутск. В рамках автопробега он вместе с командой преодолел расстояние от Магадана до столицы нашей республики по трассе Колыма. Оказавшись в сердце региона, Касперский пообщался с нашим корреспондентом Мадиной Халиковой. Для чего мы эту работу выполняем? Ну, чтобы, во-первых, освободить винт, чтобы судно могло весной, значит, начинать работать. Это, во-первых. Во-вторых, значит, для того, чтобы произвести ремонт. На нашем предприятии ежегодно порядка 50-60 судов с очередным ремонтом зимует. На слипе можем поднять только 25-30, в зависимости от габаритных размеров, то есть половина. А половина находится вот во льду, в ледовых чашах, поэтому вот эту работу надо выполнять. Выморозка судна для нас дело привычное, а вот для гостей из столицы совершенно необычное явление. Вместе с командой путешественников российский программист Евгений Касперский посещает судоремонтный завод в Жатае. Сюда пришвартовывают баржи, что в короткий сезон навигации перевозят грузы. Ремонт, техосмотр, обслуживание в северных условиях проходит по-настоящему сурово. Гостям крайне интересно, что за манипуляции проводят специалисты завода. Меня удивляет, что приходится вот в таких условиях людям работать. И вот такая есть даже отдельная специальность — выморщик, да? Люди, которые лед долбят, чтобы прокрасться к двигателю судна, чтобы как подкопаться. Почему нельзя сделать тогда доступ сверху, да? И вот я спрашиваю директора, он говорит, ну вот так строят. Экскурсия по заводу — еще одна галочка в рамках автопробега команды Евгения Касперского по трассе Колыма. Делегация проехала от Магадана через Аймикон в Якутск. На полюсе холода программист искупался в незамерзающем источнике местности Тамтор. Стоит отметить, что это уже второе путешествие команды, и Евгений Касперский рассказывает, что такие красоты Крайнего Севера должны привлекать туристов со всего мира. Потому что вот эта красота, холод и вот эти бесконечные просторы по дороге от Магадана до Якутска, вообще я считаю, что это одна из самых интересных, самых волшебных, самых красивых дорог в мире. И я считаю, у меня такое мнение на полном серьезе, что это один из очень таких перспективных туристических маршрутов, и что будет туристический трафик здесь в будущем. Ну, а мы так немножко вроде как первопроходцы. Рассказали Евгению Касперскому и о проекте Жатайской судоверфи. Сейчас активно идет ее строительство. После завершения первой очереди работать здесь смогут более 600 человек. А системы станут автоматизированными. В местном колледже даже создали специальные мастерские для подготовки кадров, которые в будущем займутся судостроением. Сейчас судоверфь запланировано две очереди. 5 миллиардов 700 – это первая очередь. И вторая очередь и у нас входит, потому что вот это только одно здание, реконструкция слип, первый этап. А второй этап, вторая очередь, это у нас, значит, судоремонт,
Это вот здание, здесь достроечная набережная, помещение, все покрасочные, котельные. Специалистов лаборатории Касперского заинтересовало внедрение цифровых технологий в судостроении, и даже прозвучали предложения о возможном сотрудничестве в обеспечении информационной безопасности. Кстати, это направление известный программист обсудил и с главой республики Айсеном Николаевым. Их встреча состоялась в день приезда компании путешественников. Нужно отметить, что лаборатория Касперского и Якутия сотрудничают уже с 2013 года, и в дальнейшем в планах расширить взаимодействие сторон. В первую очередь в сфере подготовки высококвалифицированных кадров. Евгений Касперский сошелся с Айсеном Николаевым во мнении, что век цифровых технологий это требует особенного внимания, в том числе со стороны властей. Безопасностью, образование по кибербезопасности, да, это к нам. И мы готовы делать все возможное с нашей стороны для того, чтобы наладить, чтобы запустить такие курсы учебные здесь, в Якутии, на любой базе, на базе университета, на базе технопарка. Как угодно. Вот это был самый главный вопрос, который мы обсудили. Познакомиться с молодыми специалистами информационной сферы Якутии гости смогли в IT-парке. Не секрет, что Якутия – одна из лидеров по экспорту IT-услуг, и резиденты парка – одни из лучших в этой отрасли. Для команды Касперского провели обзорную экскурсию, показали разработки. Отдельно Касперский отметил образовательные программы, которые помогают молодым людям осваивать профессии в сфере информационных технологий. Очень интересно, потому что, честно говоря, увидеть такой насыщенный 7 этажей здание с больше 100 стартапов, больше 100 компаний, которые работают, это очень хорошо. А больше всего понравилось то, что идет серьезная работа по образовательным программам. Это очень важно, потому что IT, вообще софтверные разработки, вся это кибер, все эти дела, за этим огромное, не просто огромное будущее, это будет одна из самых востребованных профессий, это уже есть одна из самых востребованных профессий, дальше будет только больше. После общения с резидентами парка команда путешественников осмотрела еще ряд достопримечательностей Якутска и отправилась дальше, ведь следующий пункт назначения – Байкал. Мадина Халикова, Александр Хавренко, Георгий Григорьев. Якутия день за днем. На этой неделе мужчины отметили 23 февраля. День защитника Отечества – едва ли не единственный мужской праздник в году. Когда, как не в этот день, обсудить важнейшую из тем для мам-мальчиков – как воспитать настоящего мужчину. Некоторые нерюнгринские мамы нашли ответ на этот вопрос, отправив своих сыновей в кадетский класс. О воспитанниках военно-патриотического объединения «Всходы» в материале Тамары Игнатьевой. Клянусь быть честным, дисциплинированным и верным товарищем. Клянусь блюсти честь свою и казачью беречь. Принятие присяги – событие в жизни каждого кадета волнующее, незабываемое и праздничное. Для 12-летнего Ярослава сегодняшнее мероприятие, конечно же, запомнится надолго. Первый раз принял присягу, и когда принимал, было страшно, волновался. Ноги почему-то отказали немножко. И вот когда я прошел год-полтора, ходил на казачество, почувствовал себя мужчиной и стал больше в чем-то разбираться. 9 юных казаков, воспитанники военно-патриотического объединения «Всходы», сегодня прошли свое боевое крещение. Смысл присяги – это в первую очередь, как у нас говорили казаки, ты даешь клятву перед Богом, но клятву себе. В первую очередь это дисциплинирует. Обещание, данное перед Богом, не сможешь не выполнить. Совместная деятельность Центра развития творчества детей и юношества и городского казачьего общества началась 13 лет назад. Появился взаимный проект о воспитании молодых казаков, цель которого – патриотическое воспитание детей и подростков, а также развитие основ казачества. Ежегодно наши казачата принимают участие во всех церковных мероприятиях, несут службу, обязательно присутствуют на празднике Дня Победы. Они несут вахту у наших памятников, у Ники. И таким образом мы воспитываем не только подрастающее поколение, но и выпускники нашего объединения впоследствии становятся членами Нерюнгринского городского казачьего общества. Отрадно, что педагогами являются мужчины, которые закладывают основы настоящего мужского воспитания в ребятах. Они с ними занимаются не только в учебных кабинетах, но и в полевых условиях. Организуют походы, сплавы, уроки верховой езды и основ рукопашного боя, проводят сборку и разборку автомата, учат владению шашкой и нагайкой. Результаты буквально
почти сразу может замечать. Вот у нас есть один кадет, Андреем зовут. Вот когда он к нам пришел, он панически боялся высоты. Вот вообще катастрофически. Вот. Ну, буквально через 2 недели он уже бегал по полосе препятствий, уже эту высоту он преодолел. Те, которые были кадетами, они сейчас у нас работают инструкторами, то есть они уже полноценные казаки, они были кадетами, отслужили армию, пришли с армии и занимаются теперь они уже детьми. Помимо всего этого, юные казаки изучают историю Отечества, биографии выдающихся военачальников, учатся бережному отношению к представительницам прекрасного пола. Кстати, с прошлого года ряды юных казаков пополнили девочки. Здесь очень даже интересно. Я всегда мечтала что-нибудь попробовать, то, что делают мальчики. Там, тот же самый стрелять из лука, из винтовок, шашками фланкировать. Строевой тоже хорошо заниматься. Я всегда этим мечтала заниматься, поэтому сюда и пришла. Объединение посещают дети с 8 до 18 лет. В этом году обучаются 36 детей. Дома скучно, нечего делать. Сюда прихожу, чтобы заниматься, учиться, поднимать свои знания. И в будущем все это поможет. По мнению психологов, при воспитании мальчика важно ему доверять. Необходимо в нем создать стержень, основу характера. А главное для будущего мужчины – это ответственность, смелость, доброта к своим подопечным. Все это сполна впитывают юные казаки с малых лет. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Здоровье детей – тоже важнейший вопрос. 25 февраля во всем мире отметили День слухового импланта. О том, как слышат пациенты после имплантации и как растут дети с такой особенностью организма, узнавала Надежда Саханская. Дети в возрасте от 1 до 3 лет после первого подключения кохлеарной системы, как правило, не могут передать свою связь с миром, который наполнен звуками. Они привыкают к новым ощущениям, их слуховая система обучается понимать новые непривычные сигналы. История Нюргуяны началась, когда ее сыну в 2018 году поставили диагноз. 3,5 года ему было. И мы думали, почему он не разговаривает. Приехали обследоваться. И в сурдоцентре проверили и сказали, что он не слышит. После установки кохлеарного импланта ребенок не сразу привыкает к обилию звуков. Ему непривычно оказываться в мире, где все начинает играть новыми красками. Однако врачи-сурдологи, прежде чем провести операцию, подготавливают родителей к самому неутешительному развитию событий. Нам говорили, что чуда не ждать, что, возможно, имплантация не поможет. Но спасибо хирургу Владиславу Евгеньевичу Кузовкову, спасибо нашей клинике. И операция прошла успешно, и сын не сразу, но начал слышать. Сейчас, в прошлом году мы сделали на 2-е ушко. И тоже после подключения пока не было никаких звуков. То есть он не распознавал. И только мы приехали на той неделе из Санкт-Петербурга, и вторая настройка уже дала результаты. И сейчас он уже начинает распознавать те звуки, которые он знает. С ходом времени и развитием научной медицины такие термины, как имплантация и кохлеарный аппарат, перестают быть чем-то мрачным. Подобного рода операция не делает из ребенка робота, который существует только благодаря проводам и аккумуляторам. Многие дети, напротив, начинают чувствовать себя гораздо комфортнее в той среде, которая наполнена звуками. Это процессор. И эта катушка, она магнитная, она под кожей тут встроена. И благодаря этому мы слышим. Тут есть батарейка, которой она питается. Кохлеарная имплантация – это такое достижение медицинской науки, которое позволяет абсолютно глухому ребенку слышать, говорить и учиться даже в массовой школе. А после массовой школы он может поступить в обычное учебное заведение, высшее учебное заведение и стать вообще работоспособным. Да? Также стоит отметить, что для нормальной адаптации особенного ребенка уже не 1-й год в Якутске ведет свою деятельность дошкольный центр «Гнездышко». Здесь специализированные педагоги занимаются не только с детьми, но и с родителями, которые полностью вовлечены в коррекционный процесс ребенка. Принимаем детей от 0 до 7 лет, то есть от постановки диагноза до 7 лет. Срок реабилитации у нас составляет 5-6 недель.
И к нам дети приезжают со всех уголков нашей республики. И у нас проводятся такие занятия, как развитие речи, обучение математике, окружающему миру, танцевальная ритмика у нас есть, и также индивидуальные занятия сурдопедагога. В год у нас проходит реабилитацию 24 ребенка с нарушением слуха. Также у нас есть направление второе, это виртуальный ясли-сад. У нас очень много детей стоят в очереди, и мы всех их не можем охватить, поэтому вот это направление было разработано, и там тоже мы принимаем где-то 25 детей, а дистанционное сопровождение мы берем. Слух – один из основных способов восприятия окружающего мира. Однако, как бы тяжело ни было при осознании диагностированной глухоты, не стоит падать духом. На сегодняшний день существует множество методов, которые способствуют восстановлению слуха. Один из них – кохлеарная имплантация. Надежда Саханская, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии представят уникальную выставку «Национальные сокровища России. Москва-Якутск-2022». Ценности госфонда страны можно будет увидеть в залах сокровищницы республики уже в апреле. Выставка приурочена к столетию образования Якутской ССР. Какие изделия украсят выставку и чем удивит экспозиция? Смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Большая императорская корона – реплика, ничуть не уступающая оригиналу. Ее создали смоленские мастера в 2012 году как отражение ювелирного искусства 21 века. Корону украшают более 11 тысяч бриллиантов, десятки белых жемчужин, выстроенных в 2 ряда. Венчает изделие редкий по величине камень – турмалин. Большая императорская корона, настоящая, подлинная, хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Это международная традиция. Они не покидают стен своего хранения. А вот те предметы, которые сделаны по мотивам крупных исторических памятников, они имеют право покидать хранение. Вместе с короной также максимально приближенными к оригиналам изделиями являются скипетр и держава. Впервые в истории гохрана России эти регалии предстанут на выставке комплектом. Уже в апреле их и еще около 100 ценностей смогут увидеть жители республики. Ювелирные работы 19 века, изделия 20-го столетия, памятники нумизматики. Гордость коллекции – именные алмазы, названные в честь якутских деятелей. Они также поедут в республику впервые. Амосов, Исидор Барахов, Платон Аюнский, Аржаков. Эти камни были найдены на территории Якутской республики. Это знаменитые трубки «Мир», на весь мир знаменитые, и трубки «Удачные». Мир драгоценного камня, он безгранично велик. И важны не только стоимости, но прежде всего важно уважительное отношение к тем людям, в честь которых они названы. На выставке в Якутске также будут представлены и голограммы банта Склаважа и ордена Святой Екатерины. Трехмерные изображения неотличимы от настоящих, исходных. Они передают и игру бриллиантов, и блеск камней, и объем настоящих изделий. И люди могут совершенно доступно ознакомиться с предметами, которые на самом деле хранятся в Московском Кремле на выставке «Алмазный фонд». Но, как мы с вами знаем, предметы выставки не могут покидать стен своего постоянного экспонирования, а вот в виде голограмм мы как раз можем широкой общественности и показать. Сокровища на пластинах один в один, как в Московском Кремле, а еще экспонаты, дошедшие до нас сквозь века, шедевры, которые создавались кропотливым трудом ювелиров. Выставка гохрана России уникальна и однозначно станет одним из знаковых культурных событий, посвященных столетию образования Якутской ССР. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Такой мы увидели уходящую неделю. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Это была программа «Якутия. День за днем». Оставайтесь на нашем канале.